Так, ну что, идем всей бригадой. Сегодня какое? 11 июня. О, загрузились прицепом. Ю-Холли взяли. Вот, сейчас едем в Окалу, в город. Это где-то 80 миль, забирать машину. Я с аукциона другую машину взял. Вот, сейчас поедем. Все, пошли, садитесь. Так, вот мы приехали на Копарт. Машину грузят сейчас одного чувака, потом меня, с него будут уже. Oh my god! It's broken! Все, грузанули, сейчас качаю заднее колесо, оно вообще спущенное было. Добавил туда клея, герметика. Вроде качает, посмотрим. Посмотрим, что да как. Машина заводится вообще легко. Без проблем. Все нормально. Никаких звуков. Ну, нормально вообще, нормально. Так, вроде все ок, едем. Пристегнул машинку, все хорошо. Два часа домой еще практически ехать. Что, первый осмотр. Вот. Эти не работают, лифты. Пришлось поставить тут, приколхозить пока на время. Вот. Не было антифриза, долил. Ну, в бачке не было. Долил, вроде стоит уровень. Сейчас машина заведенная уже минут 15. Вот. В целом все нормально, посмотрел. Ошибок по мотору нет. Там какая-то старая ошибка была по выхлопу. И оно чувствуется немножко, звук выхлопа такой, там типа высокое напряжение, короче, было написано. Короче, звук, я не знаю, может это нормально для такой машины. Фиг его знает. Машина, конечно, вся засранная, грязная, ну вот такая мелочь. Не то, что тут мусор лежит, а просто вот все грязное, прям такое засаленное, короче. Вот сиденье здесь такое вот некрасивое. Вот здесь вот поломано. Люк работает, все проверил, классно, даже люк есть. Машина, в принципе, неплохая. Если люк есть, мне уже нравится. Вот, кондер работает, кондер включил. Вот, что тут еще? Пока еще особо не ездил, я вот по паркингу проехал, вроде все нормально. Даже полбака здесь есть бензина. Это вообще круто. Тут даже эко-режим и тут flex fuel. То есть здесь может заправляться Е85, а Е85 он на 50 центов дешевле. Это вообще круто. Это класс. Вот я свою вот эту буханочку заправляю Е85. И вот с 10 галлонов $5 скидывается. Вот что здесь есть. О, какие-то штуки непонятные. Кстати, эта машина, Даунтаун Лас-Вегас, что-то. Эта машина эксплуатировалась в Нью-Йорке первым владельцем. Я историю ее прочекал. В Нью-Йорке, потом она в Северную Каролину поехала, и потом третий владелец ее взял во Флориду. И вот я четвертый владелец, получается. Ну, я не владелец, я как бы ее продать хочу, поэтому я так просто перекуп. Поэтому вот, ну, я доволен покупкой в целом, все нормально, как бы машина ездит, мотор работает, ошибок даже не горит, но вот накачать колеса только надо и все. Вот. Тут даже автосвет есть, я уже от таких лакшери штук уже отвык. Вот говорю, она, да, усосанная, конечно, вот по салону. Вот здесь руль расходится, вот не следили, наверное, я не знаю, черные на них ездили опять. Опять у меня все черные виноваты, ёкарный бабай. Шо, почему так? Почему так получается, а? Вот. Что поломано. Ну вот здесь вот такая грязь, ну это годами как будто скапливалось. Какие-то волосы. Ну ужас, блин. Я не знаю, как бы в такой машине ездить. Ну. Короче, в порядок ее надо будет приводить. Завтра на мойку, наверное, поеду. Сегодня что-то не хочу уже. Завтра с детьми поедем на мойку. Будем машину эту напидоривать. Вот покраски здесь, да, вот такая вот лак отходит. Наверное, это последствия езды в Нью-Йорке. Иначе не знаю. Там она 5 лет, там сколько? 5 лет, по-моему, ездила в Нью-Йорке.
И вот отшелушивается лак. Некрасиво, конечно. И вот здесь вот такая вот шляпа. В общем, сейчас она мне вышла, эта машина. Так, в общем, где-то 200 она мне вышла. Троица стоит. 2 из них надо продать. Ну, Infiniti не моя, как бы дали на продажу. Вот, Шевик надо потом будет продать. Документы мне через неделю на него придут. Ну, это моя рабочая лошадка. Вот, ее продавать я не хочу. Там мне нужна для жизни и для работы. Вот. И на Шевроле мне через неделю придут документы. А пока его можно вот готовить спокойно, не спеша. Особенно мне понравилось машину забирать самому. То есть я вот покупаю через сервис Автобитмастер. И они там как бы пишут, вы не можете забирать сами, туда-сюда. Это русскоязычный сервер. Ну, в том плане, что там руководят им русскоязычные. Там техподдержка по-русски, там по-английски общаются, просто русское имя, фамилия, как бы все понятно. Наши ребята. И там написано в правилах, что вы не можете сами забирать. То есть они как бы вынуждают тебя, чтобы ты пользовался их услугами. Вот. Но я им написал, я говорю, вот я машину оплатил. Вот, там надо было еще оплатить доставку. Доставка, кстати, всего $217, что вообще недорого. Я бы даже использовал ее, но у меня есть своя машина, я могу сам. Мне интереснее самому забирать. Все равно экономия, там я почти $150 с лишним. Да, где-то $150 сэкономил на доставке. Вот, я им пишу в поддержку, говорю, вот я такой-то, такой-то, выиграл лот такой-то, уже оплатил. Говорю, скиньте мне Gate Pass PIN. И все, без проблем они скидывают, никаких вопросов. То есть, но формально, типа, ты не можешь сам забирать. Такие вот дела. Вот, и то есть приятно с ними иметь дело в этом плане. То есть они могут там от правил своих же отойти. Мне кажется, с американцами такое не прокатит. Ну, это в чем-то и плюс, в чем-то минус, что так есть. Ну, вот. И, в общем, что? Все просто. Они тебе Gate Pass PIN, ты скачиваешь приложение Copart Transportation, добавляешь свой лот, вот Gate Pass PIN, и все. Ставишь appointment, время, когда ты будешь ее забирать, все, приезжаешь, ты там вообще ни с кем не взаимодействуешь с людьми, становишься на площадку вот эту, которую я снимал на паркинг, и все, ждешь. Ты делаешь там approve, что ты приехал, get arrived, короче, приехал, и все, ждешь, и машину тебя грузят. То есть вообще с людьми ни с кем не надо ничего взаимодействовать. Вообще круто, мне понравилось. Ну что, короче, я рано радовался. Сейчас мы с утреца решили поехать на мойку. В общем, не доехали до мойки. Машина заглохла на светофоре. Вот. Просто у нее такое ощущение было, как будто у нее коробка, как на вариаторе у меня было, она такая начинает дергаться и глохнет. Обороты начинают падать, и все, и глохнет. Но если бы коробка была бы, как бы не было бы проблем с... Она бы не глохла бы тогда, она просто бы там пиналась как-нибудь, я не знаю. Короче, вот такие вот дела. Вот. И у нее давит выхлоп из двигателя, короче. У нее проблема, там какая-то старая ошибка еще висит. У нее проблема, видимо, с катализатором или с чем. Короче, открываешь крышку, заливную крышку двигателя, и оттуда прям выхлоп идет, как будто из выхлопной трубы. То есть определенно с этим проблема есть. Вот, может быть, из-за этого она и глохнет. Фу, блин, да. Видимо, какой-то геморройчик с ней все-таки будет. Надеюсь, ничего фатального, конечно, нету. Надо будет разбираться, потому что ошибки не висят ни почему. Надо будет смотреть масло в двигателе, ой, в коробке еще. Потому что, может быть, там в коробке масла просто нет. А здесь в Chevrolet тут не проверишь. Тут нету мерной этой палочки. Тут надо там болтик открывать, короче. Так, сейчас залез, смотрю на дроссель. Что с ним не так. В общем, систему впуска воздуха, потому что, ну, она глохнет после того, вот я встал на светофоре, и она заглохла. И все, так подергалась и заглохла. Это что-то со впуском, потому что там я видел, какая-то ошибка была раньше, типа обороты холостого хода слишком низкие, то есть что-то с холостым ходом, наверное. Вот, когда стоишь нормально, но вот на прогретую,
уже что-то не так. Вот, и сейчас смотрю, просто прочекаю все датчики. Может, что-то с датчиками. Я думаю, что выхлоп так шумит? Здесь дырка. Дырка в выхлопе. Самая настоящая дырка. Как она тут оказалась, как будто ее прожгли. Капздец. Даже не знаю, что с ней делать, как ее затыкать-то. Чем затыкать? Сварочного аппарата у меня нет, чтобы ее заварить. Короче, можете меня поздравить, я продал лодку сегодня за 5000. Вот. И вот, я сейчас решил залезть, они говорят, в субботу придут, забирайте лодку уже. Вот, и решил залезть в пампу, решил помпу поменять. И вот опять что здесь образовалось, кальцит такой образовался. Вот, и сейчас надо это все чистить, опять вытаскивать. Короче, буду помпу менять. Я думаю, что она плохо так? Опять вода там идет. Ну вот, быстро все забивается. Вот разница, вот жеванный старый и вот новый. Буду новый ставить, все будет чики-пуки по красоте. Так, все, поставил новую помпу импеллерсом. Вот, надо мне сейчас взять этот, как его, герметик, загерметизировать, потому что пропускает, а у меня нету прокладки. Там уже израсходовалось. Вот, и поменяю еще масло. Надо 2 вот такие вот купить. В принципе, это нормально. Я просто не хочу, чтобы у владельцев уже этой лодки, потому что уже не я владелец, чтобы у них проблем не было, чтобы они хотя бы вот нормально, спокойно добрались до места дислокации. Вот. Воду стал хорошо качать, кстати. Эта помпа сразу поменял, прям вообще в воду, вода нормально идет. Да, у меня теперь 2 висяка, короче, с фордом что-то случилось. Вчера произошел такой случай, мы на пляж прям заехали. В общем, когда я выезжал уже с пляжа, там со своего места, у меня колеса немножко зарылись. Вот, я буксанул, задним ходом я это делал. Короче, буксанул и ошибку выдала. И, короче, задний ход пропал. И нажимаю, идет, как бы мотор ревет, а ничего не происходит. Короче, задний ход пропал. Там хорошо меня вытянул чувак на пикапе. На нейтралку я поставил, меня вытянул. Вот, и все, я поехал прямо. Там, вот, все нормально, доехал до стоянки. Вот, сегодня смотрю, поменял датчик, там, потому что ошибка по датчику вышла, датчик выходного вала на коробке. Я его поменял, ничего не поменялось, все то же самое, толку вообще никакого не было. Вот, и боюсь, что что-то с коробкой случилось, потому что, ну, вообще была такая проблема, что скорость он показывал некорректно, на 7 миль в час больше показывал. Вот, и задний ход работал уже плохо. То есть я ставлю задний ход, положение R, и он так нехотя начинает ехать, короче. Ты даешь газу, то есть слабо, короче, давал усилия. То есть какая-то проблема уже была, видимо, с коробкой уже была проблема. Вот, потому что датчик я поменял, ничего не произошло. Вот такая вот фигня. Так что боюсь, что что-то с коробкой случилось. Так, ну что, сегодня вот сейчас доехал до мойки, помыл машину, она вообще стала прям неплохо выглядеть. Что, сегодня я не глох, машина не глохла. Один раз попытался уже перед мойкой на педаль газа, она не отзывалась и чуть-чуть подергалась, короче, и все, дальше поехал, но она не глохла уже. То есть, мне кажется, этой машине надо дать пропердеться просто нормально, прочухаться, залить свежее топливо, и мне кажется, все будет нормально. Вот, сейчас буду мыть внутри машину. Тут нашел документ, вот тут, стейтмент банковский. Это Эммануэль Медина, видимо, хозяин был, то есть кто-то латиноязычный, латинос ей владел. Вот, ну, дальше так, машину подзасрать. Молодцы. Ну, это, конечно, все засрать могут, это не от национальности зависит. Все могут засрать. Так, на шевике здесь еще одна проблемка появилась. Короче, антифриз уходит. Вот, и здесь вон брызги от антифриза. Ну, что-то
Посмотрел, вроде, скорее всего, надо будет радиатор менять, он какой-то кривой там. Вот, ну, тут откуда могло брызгнуть? Только из радиатора, тут трубок-то нету никаких. Только радиатор, придется менять радиатор. Так, в общем, сейчас меняю датчик кислорода, он с Амазона пришел новый. Сейчас вот я его легко открутил, кстати, он здесь вот. Это перед катализатором. Вот, легко открутил, он мененный был. Вот, видно, что он отличается. Кто-то менял его недавно. Не знаю, из-за этого ли, то, что ошибка там висит по нему. Посмотрим, поменяем в любом случае. Так, а вот где давит. Он писает. Вот, ну, не знаю, это никак не заделать, наверное. Проще, да, надо менять радиатор. Тут джакузи, купаемся. Папа, я чуть-чуть. Да. Папа, я Кайф. чуть-чуть. Хотя go. Я не Ой, хочу. хорошо. Горячо. Вот зимой будет класс. Я пойду на холодную воду. В джунглях здесь. Люблю гулять. Так, очередной день. Сегодня 16 июня. Я привожу в порядок эту машину. Сегодня ездил по поводу биения в руле на шиномонтажку. Думал, может быть, там колесо просто отбалансировать. Нет, надо. Посмотрели, короче, там колесо кривое было. Сама резина, она уже, видимо, старая, хотя не стертая еще была. В общем, пришлось заменить два передних резины, две передние поменять. Вот, так что я сегодня $400 ввалил, там 300 с лишним за вот эту резину. И купил масла. Свечи сейчас меняю, масло в двигателе меняю, оно вообще чернющее было. Он до сих пор вон льется тонкой струйкой, там вообще как мазут, я не знаю, там счетчик старения масла обнуляли, что ли, просто ничего не делали. Да и стикер есть, вот, стикер есть, что как будто его меняли вот недавно. 167 тысяч миль, next change oil, то есть этот срок еще не вышел. Вот, интересно. А масло такое, как будто кобзец чернющее. Вот. Свечи, масло в коробке, масло в двигателе сейчас меняю. Так что вот такое то. И вылез чек по катализатору. Ну, естественно. Вот. Его я буду... У меня заглушка есть, где-то надо найти, заглушку поставить. Вот. А по этому радиатору вот я холодной сваркой сделал. Но там все равно где-то просачивается. Вон дырочку нашел. Вон видно. Где? Вон дырочка видна. Вот. Вот через нее выходит. Надо еще раз заклеить, попробовать. Потому что я вообще не хочу заниматься заменой радиатора. Хотя, конечно, по-правильному надо. Так, ну что, вчера обслужил всю машинку. Свечи поменял, моторное масло поменял, коробку. И машина вообще по-другому стала ехать. Масло там чернющее было, не знаю почему. Хотя по наклейке оно типа свежее, но оно все чернющее, его мало было. Мотор прям ровнее стал работать, потому что свечи еще и новые. Вот. В целом машина, вот резина новая, нормально обслужена. Вот. Так что она мне нравится. Мне вообще любая машина нравится, которая вот обслужена. Вот самый кайф, мне кажется, это не новую машину взять, а вот приручить вот такого какого-нибудь зверька недорого взять, обслужить его, и чтобы он тебе служил. Классно. И мне вообще, в принципе, пофиг, какая машина. Вот. Ну, там чисто субъективно, там вот нравится внешка, не нравится. Ну, это неплохо выглядит. Она, знаете, что мне, кстати, напоминает? Она мне напоминает Ниву Шевроле чем-то. Вот я не знаю, то ли цветом немножко... Вот все-таки Шевроле и Шевроле. И вот есть немножко вот что-то похожее. И вот, может быть, краской вот это вот такой вишневый цвет, да? Я не знаю, какой он. Наверное, может, одну краску там Ниву Шевроле тоже используют. И вот есть что-то такое, не знаю. Вот есть что-то с Нивы Шевроле. Вот машинка в целом нравится. Ну, у нее фара, как у Лексуса, немножко похожа. Вот так как-нибудь убрать, как будто бы Лексус какой-то. И она вообще в бодром состоянии, в хорошем, по кузову. Вот там какие-то мелочи только. Единственное, что она маленькая немножко, побольше бы хотелось, багажник побольше. Ну, для повседневной жизни хватает, но вот если в путешествие, как мы сейчас, я собираюсь на ней
Если она не подведет, все нормально будет сейчас, не станет брыкаться, как Ford с коробкой, то на ней поедем. Так, а мы на футбол сегодня идем. Взял детей. Сегодня у нас в Америке происходит первый клубный чемпионат мира. Клубный чемпионат мира. Как чемпионат мира, только клубный. Вот. И вот в Орландо сейчас играет Улсан южнокорейский и Мамелоди южноафриканский. Вот. Билеты дешевые были, а так вообще билеты дорогие, там под $200, там 150 минимум, ну это дороговато, честно говоря. Вот, а тут $17 за один билет, как бы вообще офигенно. Так что идем. Сейчас капец мне нервяков на входе. Охранники, блин, задали, короче. У них там рулсы какие-то. В общем, вот эта поясная сумка у них типа не прошла по габаритам, короче. Я вот эти сложил. Нет, говорит, это наши рулсы. Вот нет, ну, чтобы забить на это. Нет, доебались, короче. Говорят, иди в сторидж, там $10 плати, оставишь сумку там. Вот гандоны. Я нет, я через другой гейт пошел и спрятал эту сумку вообще. Вот, матч скоро начнется. Так, ну, матч начинается, короче. Ну, я болею за корейцев, чё. Азиаты ближе. Ну, а так, конечно, за красивую игру, как обычно. Да, жарко. Пока максимально на час перенесли. Начинаем с обхода. Пошли попьем. Начиная с обхода, когда до моей сумочки доебались, и на час испугались дождика смотрите. Я не знаю, везде ли это так, но, блин, Америка, они все максимально зарегулировано. Это нельзя, то нельзя, блин, во всем. Лишь себя здесь. Ой, на самый верх поднялись, хорошо. Дарк там бегает. Вверху вообще класс, такой закат. Шикарный. Там Орландо шумит. Уже идет 79-я минута. Вот, матч, конечно, ну не топовые, прямо скажем, не топовые соперники. Вот, все-таки южнокорейская команда, южноафриканская. Класс говорит о себе. Очень много ошибок. Ну, такая скучноватая игра. 1-0 пока. Оп. Ёпарасоте. Ну, я болею за южнокорейцев, конечно. Но класс говорит о себе. Очень много ошибок. Атаки такие туповатые. Как больше дворовый футбол все-таки. Вот. Но ничего, интересно все равно. Атмосфера, народу никого практически. Ну как никого. Народ есть вот на этой трибуне, на нашей. Там вообще нету никого почти. Ну все, игра закончилась. Корейцы проиграли 1-0. Ну, южноафриканцы, конечно, посильнее команда. Прямо всю игру держали практически. В первом тайме южнокорейцев такие контратаки неплохие были, а потом второй тайме что-то тишина вообще. Устали, они бегают много, а вот что с мячом делать особо не понимают. Все. Так, по поводу продажи машин, я совсем забыл, что есть такая площадка здесь, Craigslist. А то я продавал только вот на OfferUp выкладывал и на Facebook Marketplace. Вот, а есть же Craigslist. В общем, я выложил там Ford, свой фургон. Вот. Заплатить пришлось $5, то есть платное объявление они еще. Такой смотрю, через там 10 минут мне уже пишут, смс такая приходит. Вот, хочу купить ваш трак. Ля-ля-ля. Я думаю, о, как хорошо, хорошая площадка. Сразу уже пишут там, завтра приду. И потом такие пишут, а не мог бы проверить
эту машину, сделать отчет, репорт, вот на таком-то, таком-то сайте. Я сразу, блин, с камеры эти сраные, думаю, блин. Вот, я уж такая схема уже, ну, первый раз я попадался на нее. Не то, что попадался, просто я не платил. Просто я смотрю, захожу на этот сайт, ну, я думаю, ну, человек просит, думаю, да, посмотрю, что за херня. И там отчет стоил около $30. Тогда как обычный отчет можно там за $3-5 сделать. То есть это не сколько как мошенничество, да, они тебе, наверное, репорт сделают, там сидят какие-то индусы, наверное, вручную все это делают, я не знаю, кто там это сидит, делает, вот, и, короче, они нас сделают тебе репорт за оверпрайс просто, который будет стоить в 10 раз дороже, чем он есть. Ну, в общем, такие схемы, вот, как пиздец, я так разочаровался, там, блин, а только с камеры что сейчас будут мне писать. Сейчас был на Джоди Вистернова. Джоди Вистернов приехал в Орландо. Но я до конца что-то не дотерпел. Я в майке замерз, блин, капец. Вот. Что, вышел на улицу греться. Там кондер прям херачил в клубе, короче. Доброе утро. Сегодня 22 июня. День летнего солнцестояния. Ну, здесь, во Флориде, нафиг это солнцестояние не нужно. Солнца здесь хватает. Вот, пришел на разборку воскресным утром. А что еще делать? Приехал на разборку. Вот здесь точно такая же Chevy стоит, как у меня. Вот я хочу ручку снять. Ручку я уже нашел. Вот она. С другой машины. Ну, пригодится. Так, сейчас, короче, радиатор меняю у Шевика. Этот течет, я его попытался заклеить, но все равно где-то протекает. Ну, нафиг, поменяю. Вот за $180 самый дорогой взял, который можно было. Пришел на следующий день. Есть 2 раза дешевле был, но неделю надо было ждать, короче. Я не стал ждать, ладно. Вот, сейчас достал. Будем вставлять новый. Так, ну все, сегодня Chevrolet я продал. Сейчас еду в Palm Coast и машину отвозить. Они меня попросили, чтобы я машину привез. Ну ладно, что, прогуляемся немножко. Вот. Продал ее за 3600, договорились. Ну, я выложил за 3800. Я говорю, ладно, 3600, короче. Ну, это все равно практически косарь у меня прибыли с этой машины. Вот. Я на ней уже в путешествие собирался, конечно, но все-таки хочется чего-то другого. Немножко побольше машину, покомфортней. Так, ну что, Chevrolet я продал, и в этот же день я купил уже другую машину. Вот. И, в общем, будем приобщаться к немецкому автопрому. В общем, купил я с аукциона Volkswagen Tiguan 2016 года за $1400. Вот. Но со всеми доставками все получилось у меня 2900. Вот. Я его выиграл за 1350. Вот. Основная часть аукциона. То есть я там даже не бодался ни с кем. Почему-то никто не захотел его покупать. Один чувак там только был. Вот. И потом, после этого, основной части аукциона идет другая часть аукциона, когда ты уже торгуешься с самим продавцом. То есть это какая-то страховая компания или еще что-нибудь. Ну, в основном страховые компании. И они уже выставляют цену, которая их бы устроила. И вот продавец поставил цену 200. Я накинул $50, $1400, типа, и все, думаю, я больше не буду торговаться с ним, как бы, ну, я готов за эту машину только заплатить столько. Он поставил 1900, я отказал. Нет, говорю, все, давай, 1400 или нет. И я уже приготовился к тому, что он откажется, и машина снова на аукцион пойдет. Я уже думал, все, уже другую рассматривал даже. А он нет, взял и согласился, продавец. То есть вот так вот за 1400 я Tiguan 16 года взял. Вот, а машина придет завтра в 10 утра. Вот. Визуально она в идеальном состоянии. По салону, по внешке. Там единственное, молдинга не хватает над правым крылом передним. Вот этой пластиковой штучки ее нету, она вырвана, не знаю почему. Вот. Это primary damage. А secondary damage написано
механическая поломка, mechanical. Я не знаю, что там по механике с механической. Вот это вот вопрос вообще, загадка. Вот мне нравится с аукциона брать машины. Это вот киндер-сюрприз. Ты никогда не знаешь, что тебе попадется. Ты все оцениваешь по фоткам. А я по фоткам смотрю, у нее на щитке приборов даже чек-энджин не горит. Там только по давлению воздуха в шинах и все. То есть это очень редко. Я сколько Volkswagen смотрел на аукционе. У всех Volkswagen практически там гирлянда горит. Столько всяких разных чеков. Это ужас. И ты смотришь на это все, и тебе страшно. Ну, просто насколько вот я знаю, Volkswagen, как бы он очень чуткая машина, там много датчиков, сенсоров, которые вот ругаются вообще сразу, вот, без повода, на любую мелочь. И поэтому там гирлянды горят. То есть машина такая очень требовательная, чувствительная. Ну, немецкая, что тут скажешь. Вот. А тут даже чек-энджин не горел, и я такой думаю, ну, прикольно. Так что посмотрим, завтра придет, в чем там механическая поломка. Будем спать и ждать.